Главное этноспортивное событие года стартует уже через 4 дня. Идут последние приготовления к этому грандиозному мероприятию. Поговорим мы сегодня о видах спорта, представленных в играх, тем более, что главная цель ВИК – это развитие всемирного этноспортивного движения, популяризация и выведение на международную арену видов этноспорта и традиционных игр. Наш гость сегодня в студии – специалист секретариата ВИК по видам спорта Белек Усенбеков. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Скажите, вот я знаю, что уже регистрация на Всемирные игры кочевников, да, уже завершена. И скажите, пожалуйста, на сегодняшний день сколько точно подали заявок спортсменов, из каких стран и по каким видам спорта? На сегодня, на 29 августа, как вы знаете, 25 августа у нас завершилась регистрация, дедлайн для регистрации. Мы уже на сегодня получили заявки, это намерение на приезд и на участие на Всемирных играх кочевников от представителей 82 стран. Всего зарегистрировалось через веб-сайт 2300 спортсменов. Они примут участие в 37 видах спорта, а также примут участие в показательных играх, которые также пройдут в программе игр кочевников. Я вот в заявках видела, что подали такие вот колоритные страны, как Западная Африка, богатая своей культурой Япония, Южная Корея. Скажите, пожалуйста, какие новые страны у нас подключились к нашим Всемирным играм кочевников? Мы, когда составляли спортивную программу, мы специально включили интересные, популярные за рубежом традиционные виды спорта стран мира. Например, в странах Западной Африки очень популярна интеллектуальная игра овари, это как тоус-коргол, мангала похожа. И поэтому на эти виды спорта у нас как раз большую популярность имеют страны Африки, такие как Кейптаун, Кабо-Верде, Нигерия, Южная Африка, Эфиопия. Такие страны подают заявки. А в Японии какие виды спорта интересны? В Японии в основном это виды борьбы, стрельба из лука, точно так же, как и Южная Корея. Также из самых таких колоритных стран, вы очень верно заметили, такие страны подали, как, например, страны Южной Америки, это Бразилия, Аргентина, Чили, также Центральной Америки. Панама у нас подтвердила участие, и они скоро приедут. То есть география Всемирных игр кочевников, участников с каждым годом увеличивается, что не может не радовать. А скажите, пожалуйста, спортсмены уже начали прибывать и вообще решены ли все вопросы по их логистике? Да, у вас очень верный вопрос. Мы когда проводили регистрацию, мы специально потом с ними связывались для того, чтобы они нам прислали свои графики прилета. Как вы знаете, в Кыргызстане мы проявляем гостеприимство, кочевое гостеприимство, поэтому прилетев или приехав куда бы то ни было на какую-нибудь границу или в аэропорт, все участники встречаются, и в Кыргызстане они полностью отдаются нам, мы их обеспечиваем питанием, проживанием, местной транспортировкой и даже визами. Первые делегации у нас уже начали заезд, это позавчера. Один спортсмен из Колумбии, он заранее прилетел, так как у него дальняя страна, он в пути провел буквально 3 суток, и поэтому он приехал, мы его встретили и сразу отправили на Иссык-Куль. Сегодня у нас еще 3 страны прилетели, это Шри-Ланка, потом Шри-Ланка, Индонезия и Кот-д'Ивуар, кажется, да, Кот-д'Ивуар. Они прилетели, в аэропорту их встретили наши волонтеры, наш оргкомитет встретил, помог оформить визы, кому требуется. До этого они заранее оформили себе электронные визы, чтобы в аэропорту времени не тратить. Потом их всех собрали и отправили также на Иссык-Куль, чтобы они могли уже размещаться и готовиться. А последний прилет гостей когда ожидается? В основном мы по положению написали, чтобы все страны прилетели именно к параду, к 2 сентября. Но, к сожалению, по техническим вопросам или по другим, некоторые страны будут приезжать непосредственно на свои соревнования по видам спорта. И по нашей информации они будут прилетать 3, 4 и 5 сентября тоже. И они также будут встречены в аэропорту и сопровождены на Иссык-Куль. А по размещению спортсменов они будут вблизи ипподрома? Нет, у нас вообще имеется несколько отелей, пансионатов, где будут размещаться. И для облегчения логистики и удобства самих спортсменов они разделены по видам спорта. То есть спортсмены по видам спорта размещаются в непосредственной близости от локации проведения их соревнований.
А вот еще хотелось бы поинтересоваться, каков призовой фонд? И как я знаю, что самый большой приз у участников КГБРУ. Да, это у нас самый популярный, номер один вид спорта, самый популярный в Кыргызстане, и за рубеж он уходит. И общий призовой фонд составит 28 миллионов сомов, он разделен на 37 видов спорта. И, как вы верно заметили, самый большой призовой фонд на самую популярную игру – это КГБРУ. И мы уже получили заявки от 14 команд на сегодня, и они в ближайшее время начнут прилетать. Самые интересные страны, которые подтвердили участие, это по-прежнему США, конечно, ковбои, которые на вторых играх уже приняли участие в первый раз. Они прошли подготовку в прошлом году в Казахстане на чемпионате мира выступили. И совместно с нашей федерацией они готовились заранее, то есть у них уже не для того, чтобы принять участие, а уже для того, чтобы побороться за медали, побороться даже со сборной Кыргызстана. То есть подготовка у США была в этом году серьезная. Да, очень интересную информацию получили. Команда Франции вслед за командой США также примут участие в первый раз. Тоже в КГБРУ. Да, и команда Казахстана также подтвердила участие, поэтому игра века. Это битва титанов. Мы тоже ждем до церемонии закрытия эту игру. Ну, значит, будет очень интересная борьба. Да. Вот скажите, как всегда, наш главный соперник это Казахстан? Или... Да. Когда состоится игра первая по КГБРУ? Первая игра состоится 3 сентября. Они будут проходить каждый день на ипподроме с 3 по 6. А 7 у нас будут проводиться конные скачки, финал за 3-4 место по КГБРУ и финал за 1-2. Но мы, конечно, ожидаем, что команды Кыргызстана и Казахстана выйдут в финал, если команды Франции и США, конечно, не помешают кому-нибудь. А все-таки Кыргызстан может надеяться на золото? Конечно, у нас команда проходит учебно-тренировочные сборы, 2 провели, и они вовсю готовы. А скажите, пожалуйста, а в этом году сколько видов спорта были дополнены в играх кочевников? По сравнению со вторыми играми, у нас на вторых играх в 2016 году было 23 вида спорта, в этом году уже 37. То есть добавилось 14 видов спорта. А если делить по странам, внутренние виды и зарубежные, у нас 16 внутренних национальных видов спорта Кыргызстана и добавили, получается, 21 иностранный. Для того, чтобы привлечь внимание и других стран, и увеличить охват игр, и увеличить количество участников. А какие самые интересные из иностранных видов спорта вы можете отметить, и будут ли в них участвовать наши спортсмены? Да, мы как раз проводили анализ перед вторыми играми, чтобы увеличить зрелищность и больше популярность игр. Такие виды спорта, как корейская борьба с сирым, монгольская борьба с сумо, они очень зрелищные, и они отличаются тем, что у них не просто проводится как голый спорт, а внутри проводятся какие-то ритуалы, то есть что очень интересно туристам. Не просто вышли, поборолись, ушли. Они выходят, у них идет целая традиция, церемония, целая церемония, да. Это уже как театрализованное представление. А вот вы говорите, монгольское сумо, а наши кыргызы будут участвовать там? Да, у нас сборная Кыргызстана по всем видам спорта, она прошла отбор, чемпионаты прошли. Они прошли учебно-тренировочные сборы, по 2 сбора на Иссыкуле. И в данный момент они как раз готовятся к выезду, чтобы 31 августа они могли заехать в свой отель и уже готовиться непосредственно на месте. А скажите, для уточнения, сборную Кыргызстана сколько спортсменов будут представлять? Вся сборная Кыргызстана, она будет представлена 458 участниками. Внутри этого числа и спортсмены, тренеры, судьи, представители. А какая страна тоже по численности больше всего будет приезжать к нам делегацией? Одна из самых многочисленных – это, разумеется, Российская Федерация. Как вы знаете, мы принимаем команды не только от стран, но и от субъектов стран. Это страны, которые имеют федеративную форму устройства, такие как Китай, Россия, Германия и другие страны. Поэтому от России мы посмотрели, уже заявки получили от 15 субъектов Российской Федерации. И от России уже 280 человек подали свою заявку. Да. Казахстан будет представлен порядка 250 участниками. И дальше у нас идут делегации Туркменистана, Ирана, Пакистана, самые многочисленные. Ну, спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Мы в ожидании этого зрелищного шоу. Спасибо.
А нам остается лишь пожелать удачи нашим спортсменам на Всемирных играх кочевников. Тем более, что нам есть чем гордиться и за кого болеть. Медали, в том числе золотые с Азиады, уже есть. Теперь ждем побед наших по этноспортивным видам спорта. Мы хотим только лучшие результаты. Это была программа «Социум». Я Аджибек Капарбекова. До новых встреч.